Подвой собак, подлай собак. Сюжет как раз в тему. Говорят, собака лает, ветер носит. Так вот, по жизни доводилось слышать в свой адрес: националист, националист. Вчера я ночью проснулся, я вот в одном сюжете и в шортс выставил. Сказал ведь, что ночью озаряет, вот, но не ко времени. Так вот, ночью проснулся, другая мысль была, которая развивалась свободно, хотя ночью надо спать. И вот мысль развивалась о том, что я вырос в селе разноплеменном, люди разных национальностей. И вот, когда слышишь от кого-то там его реакцию на твою, так скажем, проявление слабости к своей культуре, языку, где-то промелькнет, слышишь свой адрес националист, и хочется спросить: а как вы думаете, я вот каждый раз приезжаю в родное село, ну, благо были родители живы-здоровы, братья родные, сейчас родных братьев из 4 никого, 2 мир покинули, 2 покинули село, уехали в городах живут, и родители тоже ушли. Так вот, приезжаю я, и нередко, а зачастую, можно сказать, иду в гости или с ночевкой. Кому вы думаете, к татарам, что ли? Я вот националист ведь. Хотя даже есть родственники дальние, но бывает, что даже приезжаю и иду в гости к казахам. Вот татарский националист идет к казахам в гости и с ночевкой. Причем прихожу и сразу говорю. И неоднократно так было. Одно время, помнится, брат был в Оренбурге, ныне покойный, к сожалению. А я в райцентре узнал об этом, ну и приехал, и не пошел к жене брата, а пошел к казахам с ночевкой на нашем татарском краю села. Вот национализм у меня по полной мере, и по-казахски там с ними люблю поговорить. Так, я тут со своими зрителями в шортс прощаюсь, а кто хочет, смотрите меня в ютубе, продолжение моей темы. А вам спасибо за внимание. Так вот, приезжаю я в родное село, иду к казахам, и даже в одном видео я сообщил о том, что в первую очередь иду именно к казахам в родном селе, ибо там вот по всеобщему признанию казахи, у них как степь широкая, у них душа нараспашку зачастую, и всегда можно так рассчитывать на прием, кров, очаг и стол. Теплые, приветливые слова. И это не только в родном селе, где знают, помнят моих родителей, братьев. Я иду в соседнее село Буранное. Да, и там первый раз вижу татарскую тетю, с ней общаюсь. Потом в другой раз я общаюсь, там уже... я вот 2 раза был, но как-то язык не поворачивался. Ну, она одна проживает, язык не поворачивался, можно ли у вас остаться. Нет, потому что мы знакомы не так давно, но с другими, например, жителями села Буранное, я вот пришел пешком, и меня отвезли ребята, казахи, прямо по адресу. Я, в общем-то, без ничего оказался, без гостинцев. Қалта не было, как говорится. Хотя папа говорил, полушутка, полусерьез, қалтаңа қарай, значит. Так уж получилось. В другом селе Изобильное, помню, я с Леневки рано-рано утром ехал, и автобус так рано меня привез по дороге в Соль-Илецк, что магазины были закрыты, но я зашел по адресу, который мне первый встречный назвал. Я говорю, когда-то я
Был в этом селе, про бабушку писал, она татарка, у нее муж казах. И вот про их семью, про династию писал. И вот я запомнил их фамилию и по прибытию в это село прямо смело шел, как правило, к самому старшему из представителей этой династии. Ну, и не жалел, в общем-то. Я помню, зашел, там магазины закрыты еще. Когда я уже от них уходил из гостей пешком в родное село за 20 километров, там, да, уже магазин был открыт, но, как-то, знаете, идти в магазин, брать гостинцы, возвращаться как-то не камильфо, как-то не... Тем более для них ведь это ты дорог не как гостиница, как гость. Я зашел, говорю, хочу помянуть бабушку там. Ой, проходи, проходи. Дескать, тот его супруга, замечательная женщина. К сожалению, когда позапрошлом году летом приехал, я узнал, что на операции передоз сделали, как там, значит, снотворное или что, и как там называется-то, не могу сразу вспомнить. И ее не стало, к сожалению. Он, к сожалению, овдовел. И вот хозяин меня пригласил. Там что-то супруга его подоила корову, пропустила молоко через сепаратор, сливки свежие. Тут же это кабартма сделала. Вот это, как сказать, из теста очень вкусное, горячее, все с пылу, жару. Пригласили к столу. Ну, стол, образно говоря, дастархан там на тахте. Я откушал все это, чай попил. Он говорит, если есть почитать, типа, давай, я вот выезжаю в степь. Я почитал, и все, и пошел. Я, правда, там чуть задержался еще. Зашла одна женщина, соседка их, а оказалась она чуть не родной сестрой жительницы нашего родного села Покровка. И Самарцева, кажется, их фамилия. У нее в нашем селе, у заведующей почты, я в школьные годы даже на полставки работал. Там этим почтальоном. Сестра работала. И при сестре я еще, помнится, на полставки без документов работал просто. И вот она, ее сестра, оказывается, вот у нас бывшая заведующая почтой. И все, я пошел в родное село. Без вопросов. И вот в Буранное подвезли меня по адресу. Даже я не сказал адрес, я сказал, кто такие. Показал, кажется, написал название, фамилию, имя сказал. А там у меня в Одессе брата, названный брат. Его уже потом не стало, конечно. Слишком поздно я с ним познакомился. Мой брат некогда среднюю школу заканчивал. Он нам в отцы годится, пока, слава богу, еще в Одессе он. Вот, в добром здравии. И вот он старший класс из средней школы заканчивал на платной основе в соседнем селе, в бывшем райцентре, где жил у бабушки одной замечательной казашки. С ее сыном дружили. Оба служили в Германии. И потом вместе поехали в Одессу работать. Каждый из них продвинулся по службе. Я уже рассказывал, что брат у меня родной, начальником главка там департамента охраны общественного порядка ГУВД области. А тот какой-то руководитель был большой на каком-то предприятии. Его сын Виктор, он познакомил. Я когда уже супругу не украинка, она мне, когда я по телефону слышал ее голос, я был в недоумении. У меня, конечно, есть и братья родные там, к сожалению, один остался. И голос в трубке был не жен родных братьев, а совсем, скажем, она мне никто, по сути, никакой кровного родства никакого. Она звонила, спрашивала, тогда мне помнится, купил, мол, билет. Я ей полушутку, полусерьез по-украински ответил, на украинка, отрымал квиток, мол, она говорит, приезжай на борщ. Вот. Ну, я ничего плохого не хочу сказать про, допустим, особенно одного брата, который в пригороде Одессы жил. Я у них, по сути, недели 2-3 проживал, каждый год приезжал, так что никаких претензий
другая, конечно, не так уж, скажем так, в городе, они горожане как-то из иного теста в плане гостеприимства, хотя тоже, конечно, они при моем там появлении проявляли, конечно, гостеприимство, как полагается. Но согласитесь, человек другой национальности, другой веры, который я первый год только знаком, потом я в следующий год приехал, ее, к сожалению, уже не стало. И здесь вот у них казахская родня в Соль-Илецком районе, Соль-Илецкий, где я общался, все ее хвалили как замечательного человека. И вот братья у меня, брат дружил с ним, с другим казахом из села в Одессе, друзья, как, скажем, названные братья. Меня он не спешил знакомить, почему-то мне можно было взять справочное бюро и найти. Подумаешь, Туманчин там всего лишь Александр, что трудно, что ли, найти. Вот, и я в Соль-Илецке встречаю их родню полную, они там собираются. Где, кстати, в Соль-Илецке я сейчас нахожусь. Сидели за бешбармак, меня позвали, познакомился я, и адрес дали, и одесситы тоже дали, казахи, а адрес я потом, будучи в Одессе, боюсь, крайний раз, ну, все меняется на свете, может быть, даст Бог, еще удастся посетить. Так вот, там называется Амазонка остановка, я по адресу нашел, пришел в гости, погостил, еще, в общем-то, нашел себе родственных душ, по сути. И вот я в село Буранное иду пешком. Меня вот ребята, двое ребят-казахов, едут на машине, а им в обратную сторону, они меня подобрали. Искали они лошадь, которую надо лекарствами накормить. Лошадь они не нашли, потом развернулись и повезли меня в село и привезли прям туда, куда мне надо. Там меня первый раз в жизни видели. Я поставил короткое видео в интернете, показал, как мне он всех их явки, адреса, шутку говоря, выдает. Этот моего брата, друг, еще в добром здравии. А на следующий год я поехал, он, к сожалению, уже немножко в связи с потерей супруги, может, в некоторой прострации находился. А его сын, полковник в отставке, был замначальника зоны там, бывший. Вот он за мной очень ухаживал, кормил, угощал. Ну вот, еще список имен, адресов, где я пароли, явки предъявил. Меня приняли уже за пару-тройку минут, послушали, доверие оказали. Все, пожалуйста, угощайтесь, пожалуйста, до утра, без вопросов. Тут один из братьев, которые там не встретили, они, значит, один спрашивает: а у вас, говорит, нет в Ютубе канала? Я говорю, есть. Вот он мне отвечает: а я вас, говорит, по голосу узнал, что было, в общем-то, удивительно. И где-то буквально месяц ли спустя, или 2 недели, я в Астрахань приезжаю. Меня один талыш, это народность в Азербайджане, он оттуда прибыл. И вот в Астрахани он таксует, бомбит. Подвез меня с ЖД вокзала в хостел. Подвез. Лайма, кажется, называется хостел. Неплохой, в общем, да. Могу прорекламировать бесплатно. Там казахский парень, очень уважительный хозяин хостела. И я ему уж так вижу, что он меня несколько лишний взял. Хотя, знаете, ночью таксисты, тем более я днем там ходил, я мог заблудиться, потому что улицы раздваиваются, и я мог долго блуждать с чемоданом. Так что я не в обиде. Я ему так говорю: у меня есть канал в Ютубе. Назвал Татар Cinema International. Он тут же заглянул. Я говорю, лайк поставь. Он говорит, поставил. Ну, я думаю, что-то хоть надо с него поиметь. Ну и говорю ему, подпишись.
А он говорит, а я, дескать, давно на вас подписан. Надо же, приезжаешь в город, сколько там населения? От 300 до 500 тысяч, да? И первый же встречный твой подписчик. Хотя у меня подписчиков не скажу, что много. Много чудес происходит. Даже в этом хостеле одна дама увидела меня, начала расспрашивать и говорит, вы из Татарстана, вот из этого города? Я говорю, да. И тут оказалось, что она меня видела в интернете. С ее родственниками, как скажем, некровными я даже знаком. На фотке. Ну, у людей память на лица хорошая. У меня плохая, к сожалению, память на лица. Некоторые люди обижаются, как было на Наврузе. Как-то одна молодая женщина, вы меня узнаете, вы меня узнаете. Ну, как я могу сказать узнаю, если я не узнаю? Я честно сказал, нет. Это, видно, ее задело. Только потом я узнал, у меня один приятель, таджик, он на татарке женат уж второй раз. И та жена двоих родила дочерей, это двоих. И она, значит, меня спросила, я у них как-то, я проходил по улице, он по законам гостеприимства таджикского меня зазвал в гости. Он всегда, если ты пойдешь, он очень доброжелательно встречает. Вот. И как тут быть национализмом? Какой национализм? Тут, знаете, национализм в несколько таком видоизмененном состоянии. Кто приветлив ко мне, я готов признать, что мы одной крови. Вот такой национализм. И когда мне, значит, националист, а я в родное село еду, сейчас закругляться буду, еду в родное село и иду не к татарам ночевать, а к казахам. И вот татарский националист. А почему он не идет к татарам-то? Нет, потому что знает, что ментально мне ближе казахи, ибо я вырос в этой среде. Отец всегда хвалил их и говорил, что казах, он в плане гостеприимства даст фору многим другим народам. Он, вероятно, имел в виду не только родственных народов, но, наверное, все-таки в первую очередь имел в виду далеко не родственных по крови народов. Так что вот. Все, пожалуй, я на этом завершу эту часть. Продолжение следует. Я надеюсь, кому-то все-таки это интересно. Я себя ставлю на место любого зрителя. Мне лично, например, было бы интересно. Сейчас я вот с этого места буду продолжать, что-то интересное попробую. Всего доброго.